На этой неделе в стране отметили День науки. Не просто отметили, подвели итоги масштабной научной деятельности, назвали имена лучших и, конечно же, вручили высокие награды. Научному сообществу есть что рассказать и показать, а уже этот год особенный. 2021 объявлен президентом России годом науки и технологий. Уверен, нас ждут новые открытия и новые имена. Ну а пока о достижениях этого года. В СОГУ определили лауреата молодежной премии в области науки «Бесконечность». Им стал молодой ученый Северостинского госуниверситета Петракис Чаликиди из Центра тонкого органического синтеза. Вот как раз о том, как эти сложные термины и формулировки поддаются молодым умам, расскажет Эллада Зукаева. Научное исследование – лучшее время для ученого. Залина Кусраева, молодой кандидат физико-математических наук, признается, что полюбила точную науку благодаря семейной династии ученых. Ни для кого не секрет, что я росла и живу в научной семье. У меня и отец, и дядя научные работники, известные люди в своем направлении исследований. Отец математик, дядя физик. И дело в том, что я росла в такой, вы знаете, среде постоянного поиска новых знаний. И вот когда ты находишься в такой среде, вы знаете, как-то волей-неволей втягиваешься, начинаешь интересоваться, подглядывать, чем там старшие занимаются, спрашивать, пытаться что-то уже самой делать. Ну и вот потихонечку, там, после, конечно, очень долгого периода стараний, приложенных усилий, уже начинаешь получать какие-то свои научные результаты. Пусть и скромные, но результаты. Залина Кусраева пишет диссертацию на тему математического функционального анализа. Тема непростая, но очень интересная. Это такой раздел математики, который занимается изучением свойств функций в их совокупности и так называемых функциональных пространств. Изучением самих свойств функций по отдельности занимается другой раздел математики, он называется теория функций. Самые же функции – это не какие-то абстрактные математические символы, а те закономерности и законы, которые описывают реальные жизненные процессы. Например, те же процессы, происходящие в природе, какие-то производственные процессы моделируются посредством использования функций. Исследования, которыми я занимаюсь, они призваны к тому, чтобы изучить, как свойства сравнения, имеющиеся в пространствах, в которых действуют полиномиальные операторы, влияет на их структуру, на их характеристики. Современные студенты с азартом и увлечением садятся за научные труды, стремятся получить отличную оценку и приобрести новые знания. Сложно представить, что еще 20 лет назад добывать знания приходилось в библиотеках страны. На моем, так сказать, веку, на моей памяти произошла революция. В какой области? Революция произошла в информационной области. То есть раньше, например, мировая литература, была не очень, скажем так, доступна. То есть студентам, аспирантам, допустим, если встречается какая-то иностранная ссылка, отечественный журнал были более-менее доступны. Если встречается иностранная ссылка, алгоритм был такой. Ты набираешь ссылок, которые тебе надо посмотреть в иностранных журналах, садишься в аэроплан, приезжаешь в Москву, идешь в Государственную публичную библиотеку, записываешься туда и заказываешь, находишь сам в большой каталожный зал, по карточкам находишь журнал, находишь номер журнала, который тебе нужен, заказываешь его. На следующий день самое быстрое, через 2, то и 3 дня тебе приносят в зал, выставляют эту литературу, ты на тележке это дело катишь, быстренько находишь нужную статью, делаешь закладочки, потом быстренько бежишь в копировальню, там копируют это дело, ты счастливый забираешь эту стопку журнала с ксерокопиями и на обратном пути домой читаешь эту литературу. Так обстояли дела с литературой. Сейчас вся мировая литература у тебя на рабочем столе, любая статья доступна в несколько кликов. В науке всегда стимул у молодого человека один и тот же. Прежде всего, первый принцип – это интерес к этому делу.
Ну, примерно количество не сильно, скажем, или уменьшилось, или увеличилось. Я не знаю, откуда эти люди появляются, талантливые. Но они появляются регулярно, несмотря ни на какой строй, несмотря на время, на его тяжесть. Научная работа – внеурочная деятельность. Студент должен добровольно расстаться с частью свободного времени. Если он к этому готов, преподаватель обязательно посодействует. Поможет не только с темой, но и в процессе написания научной работы. Прежде всего, это хорошая возможность узнать больше, открыть для себя и, возможно, для мира новое, неизведанное. С первого курса так получилось, что у нас занятия начали проходить здесь, и вот Геннадий Созович, мой научный руководитель, в общем, начал рассказывать, объяснять, и мне все стало это очень интересно. И вот с тех пор я стала ходить в лабораторию, а вот спустя время еще и начала тут официально работать. У нас очень много проектов, над которыми мы работаем. А на данный момент я еще занимаюсь микрофлорой остинского сыра. Интересно? Очень интересно. 2021 год в России объявлен годом науки. Былая слава, престиж, интерес – все это наука обретает вновь, а научные сотрудники приобретают популярность в обществе, как люди, отличающиеся высоким интеллектом и широким кругозором. И самое главное – научное сообщество получило поддержку государства. В 2009 году в Северной Осетии создан Совет молодых ученых при главе республики. В него вошли представители всех вузов нашей республики. Основная задача – это продвижение интересов молодых ученых на территории Республики Северная Осетия, Алания, озвучивание интересов, координация работы, поскольку у нас много разных вузов, но есть научные организации. Совет является коллегиальным органом. В Совет входят представители всех ведущих вузов, научных организаций нашей республики. Соответственно, там представительство по 2-3 человека от вуза и от научных организаций. Могу отметить, что интерес молодежи к науке все-таки растет. Я думаю, здесь свои плоды дает и политика в целом, которая в России сейчас проводится в отношении молодежи. Вот, поскольку появляются специализированные программы для молодых ученых, появляются специализированные стипендии, их стало, по крайней мере, больше. Трудно переоценить место России в мире науки. Большой вклад в ее развитие вносят остинские ученые. Богатая история не позволила уйти именам в забвение. Перспективное будущее выводит науку на новый уровень. И теперь уже каждый из нас ощущает это на себе. Лада Зукаева, Диана Кабалоти. Специально для программы «В итоге».